Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня», в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. В Якутске планируют смягчить ограничительные меры по коронавирусу. Правительство республики отчиталось перед жителями Алданского района о проделанной работе за 2021 год. Альтернативная медицина в республике практикует лечение пиявками. Новые возможности пушкинской карты. Теперь данной карты можно будет приобрести билеты в кино. Сборная республики по художественной гимнастике завоевала право выступить на Кубке России. В Якутске продолжается опрос жителей столицы региона по созданию медиаплана города. Отмечается, что данный документ будет направлен на формирование новых стандартов комфортной городской среды, современных подходов к благоустройству, экологии, сфере культуры и досуга. Чтобы принять участие в опросе, необходимо ответить на вопросы анкеты на сайте toplink.ru. Опрос продлится до 20 марта. В столице республики представили нового прокурора. На эту должность по приказу генерального прокурора страны в конце прошлого месяца был назначен Антон Николенко, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Биробиджане. В столице еврейской автономии он проработал 2,5 года. Отметим, что ранее прокурором Якутска был Владислав Денисюк, который в 2020 году перешел работать на Камчатку. Обязанности руководителя надзорного ведомства временно исполнял Дмитрий Тен. Как сегодня сообщил новый прокурор столицы, в первую очередь работа будет нацелена на основные направления деятельности ведомства, которым будет уделено повышенное внимание. Конечно же, мы уделим вопросам ЖКХ в первую очередь. Это реализация национальных проектов, надзор за несовершеннолетними, профилактики работы с данной категорией граждан. Кроме того, посмотрим по состоянию преступности, какие необходимо будет меры принимать по координации деятельности с правоохранительными органами. Будет выстроено конструктивное взаимоотношение с ними. И в первую очередь вся наша работа будет нацелена на то, чтобы улучшить состояние жизни и законности жителей города. В 2021 году на объектах железнодорожного и воздушного транспорта Нерюнгринской транспортной прокуратурой было выявлено более 200 нарушений федерального законодательства. В целях устранения нарушений Нерюнгринской транспортной прокуратурой в прошлом году вынесено более 90 актов прокурорского реагирования. Нарушения закона фактически устранены. 73 лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ведомство осуществляет надзор за процессуальной деятельностью линейного отдела в полиции, в котором в 2021 году было зарегистрировано 82 преступления, касающихся хищения, незаконного оборота наркотиков, экономической и коррупционной направленности. Коррупционное было зарегистрировано всего 3 преступления, и все они касались дачи мелких взяток гражданами, сотрудникам полиции. К примеру, при составлении административных протоколов граждане с целью уйти от административной ответственности давали сотрудникам полиции взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Во всех случаях сотрудники полиции брать взятки отказывались, данные факты были зафиксированы, и граждане были привлечены к уголовной ответственности. Основную долю преступлений, к сожалению, составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Таких преступлений зарегистрировано было 29, раскрываемость их составила 87%. В Якутске планируют смягчить ограничительные меры по коронавирусу. В ходе заседания оперативного штаба глава республики отметил, что в столице региона число заболевших становится на порядок меньше. С учетом этого в ближайшие дни будут приняты решения по смягчению ограничительных мер. Помимо этого, ввиду снижения количества обращений в «Триумф», глава дал поручение о пересмотре работы амбулаторного центра. Если динамика снижения сохранится, то на следующей неделе центр может завершить свою работу. За прошедшие сутки в республике выздоровели 3210 человек, госпитализировано 54 из числа новых случаев COVID-19. Всего за сутки в Якутии выявлено 3802 случая инфицирования коронавирусом. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня работает центр аудиоконсультаций, в которых могут обратиться любой гражданин республики, у которого есть симптомы СОРВИ, и уже непосредственно получить соответствующую консультацию. Необходимо обратить внимание, что принятие решений
о переводе детей с дистанционного на очное образование будет приниматься в соответствии с новыми правилами, установленными Роспотребнадзором. На настоящий момент дистанционное образование на территории города Якутска, а также ряда районов продлено до 15 февраля. Между тем, после возвращения к очному обучению школьным классам и группам в детских садах не нужно будет закрываться на карантин и переводиться на дистанционный формат занятий, если в коллективе ковидом будут болеть менее 20% детей. Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Как пояснили в Роспотребнадзоре, изменения связаны с особенностями штамма омикрон, при котором заболевание проходит как ОРВИ. К слову говоря, 7-дневный карантин для лиц, контактировавших с больным коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов как коронавируса, так и ОРВИ. Следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. В постановлении также говорится о том, что заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней. Если пациента выписывают раньше, он должен сдать тест на COVID-19 не менее чем через 3 дня после подтверждения диагноза. Новые правила уже вступили в силу. Также во время дистанта малоимущим семьям выделяется компьютерная техника. Продолжительный режим дистанционного обучения в школах, обусловленный штаммом омикрон, вызвал ряд обращений от жителей на нехватку компьютерной техники. Малоимущие семьи имеют право обратиться в школу за компьютером, и образовательное учреждение обязано предоставить оборудование на время дистанционной учебы под расписку. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики по поручению Айсена Николаева решением оперативного штаба Якутии Минздрав открыл Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи. Для работы были привлечены профессора, преподаватели медицинского института и ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций. График работы без выходных и праздничных дней с 8 утра до 8 часов вечера. Для получения дистанционной врачебной аудиоконсультации необходимо обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Сегодня мы с утра с 8 утра 5 преподавателей мединститута, профессора и доценты сидим на горячей линии. С утра поступает очень много звонков. Звонки приходят очень много из районов, из города Якутска, на которые мы даем квалифицированные, хорошие консультации. Поступают звонки из города Якутска. В основном какие вопросы поступают? По лечению, правильно ли пациент получает лечение. Спрашивают, кроме того, они еще спрашивают по результатам, как, где, как получить результаты и так далее. Поэтому я думаю, что привлечение преподавателей, опытных врачей, которые имеют хорошую квалификацию, я думаю, это большая помощь для населения. Альтернативные пути лечения, а главное – профилактика коронавирусной инфекции. Герудотерапия или лечение пиявками снова обрели популярность. От каких болезней помогают избавиться пиявки, узнавала Марфирина Алексеева. Улучшение энергетического, а главное общего иммунного статуса – это подтвержденный эффект лечения пиявками. В их слюне содержится около 150 биологически активного компонента. Пиявками лечат болезни сосудов, варикоз, простатит, артриты, ожирение, остеохондроз и гипертонию. Также с их помощью эффективно снижают уровень холестерина в крови. А сегодня, в нелегкий период ковид-пандемии, как оказалось, герудотерапия снова переживает необычайный спрос. Основным патогенезом ковидных осложнений является тромбоз, закупорка мелких сосудов, фиброз легких. Почему умирают пациенты? Потому что они бывают залечены, даже от препаратов кровь тоже сгущается. А что делает пиявка? Она разгружает кровоток, она снимает эти все тромбозы, растворяет. Это доказано научно. Жизненный цикл пиявки невелик. После укуса она отдает все содержимые в слюне ферменты. И сразу после процедуры пиявку утилизируют. Пиявки прилетают
с Геруда фабрики. Это научно-производственная фирма Геруда, которая работает с 80-х годов. Пиявки лицензированные, сертификат качества имеется. То есть пиявки прилетают оптом. Так как они одноразовые, мы используем только один раз. Потом они утилизируются. Вот пиявочки достаются из баночки, кладутся в шприц. Иммуномоделирующий эффект пиявки давно не дает покоя ученым. Специалисты пытаются получить препарат, который содержал бы такие же ферменты, что имеет слюна пиявки. Однако безуспешно. Заменить герудотерапию лекарственными препаратами пока невозможно. Значит, пиявка кусает, впрыскивает слюну, разжижает кровь, дренирует плохую кровь, то есть выводит белковый мусор. То есть вот эти вредные лейкоциты, вот то, что слиплись, да, они выходят, и плюс питание идет. И приток вот этих питательных веществ. Вот в герудине есть очень много аминокислот полезных, в том числе и те, которые нужно, жизненно важны для нашей жизнедеятельности. Мария Иванова по образованию психолог. Своих пациентов лечит комплексно. Помимо герудотерапии, она занимается китайской традиционной медициной и лечебным массажем. Во время сеанса пациент получает беседу с психологом, массаж, иглоукалывание и в завершение лечение пиявками. Пациентка Клара Ючугяева, сходив однажды, стала постоянным гостем. Ее поразил скорый лечебный эффект. Головная боль, спина немножко, да, вот иногда побаливает. Прохожу процедуру и сразу все отпускает. И ощущаю, что после пиявок вот облегчение, головная боль она проходит, спина уже становится, уже очень комфортно мне становится, да, вообще. И вообще такое ощущение, что мне вообще вот после пиявок как будто я заново родилась. Да. Противопоказана герудотерапия людям с онкологическими заболеваниями СПИДом. Нежелательно ставить пиявки беременным и кормящим мамам. Пиявки также очень разборчивы. Они не терпят резких запахов. На их работу влияют погода и даже настроение самой пиявки. Если же оно позитивное, то вместе со слюной животное передает пациенту и эндорфины – гормоны радости. Марфелина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Пункт передержки безнадзорных животных на улице Чеченко в столице республики будет расширен до 2000 мест. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев. Планируется, что по окончании работ временный пункт на улице Автодорожная будет закрыт. Напомним, что с 29 декабря в Якутске запрещен выпуск отловленных собак. Животных содержат в 2 пунктах, в которых работают 26 специалистов. Правительство республики отчиталось перед алданцами о проделанной работе в прошлом году. В связи с ограничительными мерами отчет прошел в формате ВКС. Детали у наших коллег. В 2021 году свою деятельность исполнительная власть республики осуществляла в борьбе с пандемией. Несмотря на постоянные и временные ограничения, работа была конструктивной. Главным достижением правительства в прошлом году алданцы считают долгожданное открытие бассейна «Энергетик». На самом деле событие очень легендарное. Наконец-то мы дождались этого момента, когда у нас бассейн открылся. В плановых показателях прошло возведение жилых домов по программе переселения из аварийного жилья. Построено 7 многоквартирных домов, введено в эксплуатацию 16,5 тысяч квадратных метров нового жилья. Кроме этого, в прошлом году вместе с правительством мы начали разработку концессионного соглашения, которое будет подписано в этом году. Мы на это соглашение возлагаем очень большие надежды во всем нашем спектре жилищно-коммунальных услуг. Это и программа водоотведения, и водоснабжения, и перевод наших котельных на газовое топливо. То есть это на ближайшие годы даст такой толчок развитию нашей жилищно-коммунальной отрасли. Также у нас на территории района в прошлом году начата реализация программы «Чистая вода». На протяжении прошлого года под пристальным вниманием правительства находились объекты строительства в сфере образования. Так, к концу года в микрорайоне Солнечный был построен детский сад «Дельфин». Однако заселиться в срок помешал омикрон, хотя учреждение ждет детишек. По крайней мере, строительные работы завершены. Сейчас уже закончилась сборка мебели, и буквально неделя, и детский сад увидит своих воспитанников. Также в прошлом году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с хоккейным кортом в городе Алдан, который будет по линии «Газпрома» построен. И окончание строительства мы ждем уже
в этом году. Благодаря работе всех ветвей власти, поддержке общественности и населения республики, в прошлом году случилось историческое событие. Город Алдан подтвердил и получил почетное звание города трудовой доблести. Данное событие накладывает обязательства на возведение стелы труда, а также достойного празднования столетия города Алдана, первенца промышленности Якутии в 2023 году. Республиканский оргкомитет уже создан и ведет работу, которая продолжится и в этом году. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В конце прошлой недели в Ленске состоялось торжественное открытие нового офиса Общества инвалидов и слепых. Теперь он находится в самом центре города. Помещение было отремонтировано на средства районного бюджета. Все присутствующие на открытии отметили, что новый офис просторный, светлый и теплый. А значит, люди с ограниченными возможностями будут сюда приходить чаще. Здесь есть просторный актовый зал, тренажерный зал, где инвалиды могут заниматься спортом. Будут проводиться выставки, конференции и разные мероприятия. Глава района осмотрел помещение и остался доволен ремонтом. Из бюджета на эти цели было выделено более 2,5 миллионов рублей. Я надеюсь, что наши инвалиды теперь не будут сидеть дома, а будут приходить к нам. И здесь я надеюсь, что офис у нас пустовать никогда не будет. Все равно будут игры, будут конференции, будут, как говорится, выставки, конференции там. Инвалиды могут заниматься реабилитацией. У нас есть тренажеры. Вот. Теперь, значит, мы закупили то, что вот говорила, уже игры закупили. Значит, будем выходить сначала между собой, будем соревнования устраивать. Потом выйдем на районные соревнования, а там уже на республиканские будем выходить. Будем стараться задействовать как можно больше инвалидов, чтобы они не засиживались дома. Или живое общение, или... Ждем всех. Кинотеатры Якутии готовятся к участию в программе «Пушкинская карта». Сейчас в кинотеатрах идет работа по подключению установки специальной программы для считывания данной карты. Приобрести билеты в кино по этой программе школьники и студенты смогут с 1 марта. Подробности далее. Андрей Тимофеев – глава многодетной семьи. Киноновинки практически не пропускает. Насколько возможно, берет с собой детей. В этот раз с отцом приехал средний сын Уйгун. Тимофеевы предпочитают смотреть фильмы в будние дни. И билеты дешевле, и скидка для многодетных семей действует. Что для семейного бюджета существенная экономия. Для многодетной семьи в будние дни действует скидка 50%. Например, билет стоит 300 рублей, а я сегодня купил за 150 рублей. А с 1 марта старшие дети Тимофеевых смогут ходить на отечественные фильмы бесплатно, благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта». Сейчас в кинотеатрах Якутска проект только внедряют. Кинотеатр «Лена» не исключение. Месторасположение соответствует, и здесь всегда много студентов. Да еще по соседству скоро откроется школа. С нашей стороны мы обеспечиваем все проверки и тестирования для бесперебойной работы по данному проекту, чтобы у молодежи не возникло сложностей и трудностей приобрести билеты. А также мы взаимодействуем с ответственными лицами по Дальнему Востоку по проекту «Пушкинская карта». Очень они нам помогают, советуют и отправляют инструкции. В планах Республиканского министерства культуры включить в проект также и якутские кинокартины, а также программу представлений Саха-цирка. Такое предложение ведомство уже направили в федеральный центр. Если его одобрят, у якутских школьников и студентов перечень бесплатных культурных мероприятий существенно увеличится. Пушкинская карта расширяет свои горизонты, там, скажем, разделения, то, что сначала были театры, музеи, сегодня кинотеатры. И в кинотеатрах мы работаем над формированием, скажем, списка тех фильмов, которые могли бы наше будущее поколение воспитываться на достижениях, наверное, лучше, да, отечественного кинопроизводства. Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в 2021 году с 1 сентября. За этот период было оформлено более 18 тысяч карт. Но и это не предел, потенциал гораздо больше. А получить такую карту могут молодые люди от 14 до 22 лет через портал госуслуг. Анна Васильева, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. Пожалуй, самая необычная нянька. Девятиклассник Вячеслав Визила из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области работает над созданием робота-сиделки для помощи пожилым людям. О том, как пришла такая необычная идея школьнику и будет ли проект иметь продолжение в более масштабном производстве, расскажем в следующем материале.
Тестовый образец робота создан из подручных материалов: шасси, программируемых на определенные команды процессоров, тонометра, контейнера для лекарственных препаратов и телефона с видеокамерой. Идея его создания появилась у школьника на лекции академика Каляева. Мне пришла такая интересная идея создать новый проект. Это было на лекции Владимира Юрьевича Каляева. Он рассказывал о том, как нужно сделать проект, который будет действительно нужен обществу и перспективен. Мне вспомнился один случай из моего детства, когда моему родному дедушке стало плохо из-за того, что он не вспомнил, что нужно вовремя принять лекарственный препарат. По задумке школьника и его научного руководителя, робот не просто напомнит о приеме лекарств. Киберлайф сможет самостоятельно записывать и даже отправлять лечащему врачу показатели давления. Также с ним можно будет просто поговорить. Для того, чтобы управлять роботом, будет создана специальная команда, которая настраивает робота, значит, пополняет его гаджетами, которые необходимы для конкретного пациента. То есть есть люди, которые будут обслуживать этого робота. И пациенту совершенно не нужно вникать во все. То есть тут будет производиться настройка, робот будет автоматически приезжать в определенное время к человеку, оглашать, что ему нужно сделать. То есть можно поговорить даже будет с роботом, там будет встроен голосовой помощник Алиса. То есть, в идеале это просто, как бы домашняя сиделка, почти человек. Больше всех окончания проекта ждут родные бабушка с дедушкой Вячеслава. Они поддерживают внука и уверены, что робот-сиделка сможет существенно облегчить жизнь им и другим пожилым людям. Вот моя половина, она ходить не может. А если бы этот робот миленький, желанненький, сам подъезжал и напоминал, что нужно вот это вот выпить, и вовремя, и то, что нужно, так это было бы просто прекрасно. Я вроде хожу, но другой мой недостаток я могу забыть. Сейчас школьник очень надеется на скорый запуск роботов в производство. Однако самое главное – найти необходимое финансирование. Анна Васильева, Евгений Хлопков, Кемеровская область. Долгие 7 лет фильм созревал до финишной прямой, по пути обрастая новыми смыслами, наградами на кинофестивалях в разных частях страны, а иногда даже слухами и легендами вокруг себя. Новый фильм «Вертолет», снятый по сценарию известного в республике артиста, автора песен Иннокентия Васильева Легентей, продолжает поднимать вопросы остросоциального характера. Потрясающие своей жестокой красотой кадры берут за живое, проникают в самую душу, окунают в холодные, бурлящие воды. И пока главный герой преодолевает себя и попутно неприступные ранее горы, мы решаем для себя, что же собой представляет вертолет. Это символ, связывающий небо и землю, или же олицетворение неминуемого рока. Премьера фильма состоится в кинотеатрах республики 17 февраля. Новый маршрут велопутешественника Лоренцо Барроне из ЮАР до Берингового пролива. Время на непростой тур итальянец поставил себе в 400 дней. Напомню, предыдущий маршрут путешественника-экстремала лежал по Якутии. Тогда мужчина в одиночку добрался на велосипеде из города Покровска Хангаласского улуса до села Юрюнгхая Анабарского улуса за 43 дня. К слову, итальянский экстремал женат на якутянке, уроженке города Покровска. В завершение о спорте. Сборная Якутии по художественной гимнастике вошла в топ-20 лучших команд чемпионата России. Якутские гимнастки 2005-2006 годов рождения заняли 18 место, благодаря чему завоевали право выступить на Кубке страны. Отмечается, что спортсменки состязались по программе мастеров спорта в групповых упражнениях. Они выступили под национальную музыку в якутских традиционных костюмах. Во втором упражнении с 5 обручами якутянки вышли под современную музыку. Кубок России пройдет в ноябре текущего года. Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата Европы. Турнир прошел в Нидерландах. В финальном матче российские футболисты со счетом 2-4 уступили португальцам. В составе победителей дублем отметился Андре Коэльо. По одному точному удару нанесли Томаш Пасу и Тони Варелла. У россиян взятие ворот провели Антон Соколов и Андрей Афанасьев. Команда Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы. В активе российской сборной числится 1 титул. Вы смотрели итоги дня. Всего доброго.